Друзья, сегодня у нас обзор на очередных нарнийцев, каждый последующий, концептуально слабее предыдущего, то есть тупой и еще тупее. Перед нами квартет компиляторов, шулеров от историографии и, что особенно ценно для коллекции, абсолютные эпистемологические неучи. Ознакомляясь с их публикациями и комментариями, поневоле впадаешь в экзистенциальную тоску. Неужели все действительно настолько запущено? Неужели подобный интеллектуальный фастфуд имеет аудиторию? И страшно сказать. Эта аудитория не только читает, но и верит, только тексты подтасованы с изяществом топора, факты вырваны из контекста с хирургической небрежностью, а каждый пост представляет собой образец откровенного сочинительства, замаскированного под историческое исследование. Самое поразительное – все это оседает в умах подписчиков, после чего в переработанном виде скармливается населению. Как метко заметил имам Аль-Газали, узость ума и дефицит знаний позволяют человеку отвергать любые аргументы, особенно те, что требуют чтения дальше первого абзаца. В целом мы предпочитаем не реагировать на интеллектуальные потуги этих мифоплетов, прекрасно понимая, что любой вырванный ими фрагмент имеет начало и продолжение, именно те части текста, которые им категорически не понравятся. Честно говоря, мы вспоминаем о них лишь за тем, чтобы иногда вдоволь посмеяться. Но недавно эта группа опубликовала очередной шедевр кринж-историографии. Ссылаясь на журнал Парижского этнографического общества, они заявили, что чеченцы не народ. А вы знали, что Парижское этнографическое общество совершенно четко и однозначно заявляло, что чеченцы не народ? Разумеется, нарнийцы не догадываются, что книгу можно не только цитировать ножницами, но и анализировать контекст, эпоху, язык и цели авторов, а не один абзац, вырванный губошлепом с пылом разоблачителя. Итак, открываем тот же труд, страница 40, цитата. «Чеченцы составляют 80%. Они занимают территорию, называемую Чечней, которая простирается между рекой Терек и Кавказскими горами и граничит на западе с рекой Асса. Большая Чечня простирается по равнинам к востоку от Ассы до реки Аргун, в то время как Малая Чечня расположена между Аргуном и Андийским горным хребтом, который образует границу между Чечней и Дагестаном. Этот хребет начинается у центрального Кавказского хребта у подножия горы Донас и тянется на северо-восток, параллельно руслу реки Сулак. Горная часть Чечни называется Эчкерия. Название чеченцы, хотя сейчас и очень распространенное, возникло лишь в одном небольшом населенном пункте и было дано им русскими. Сами они называют себя нахчоями. Среди них выделяются следующие племена: чеченцы в Грозненском районе, горные чеченцы в бывшем Аргунском районе, эчкеринцы вокруг Ведено, ингуши или галгаи, изолированное племя, ух ты! проживающие вблизи Дарьяльского ущелья и в окрестностях Владикавказа, кисты, которые также отделены от основной массы чеченского народа и остаются в центре горной цепи за центральным хребтом. И что мы видим, авторы четко и недвусмысленно фиксируют не только существование чеченского народа, но и его состав, наименование областей, территории проживания, прилагая к этому карту. Более того, ингуши там прямо обозначаются как изолированная, примитивизированная и искусственно отделенная часть чеченского этноса. Дорогие нарнийцы, настоятельная просьба, публикуя свои записки из Плиевской психбольницы, потрудитесь хотя бы перевернуть страницу. В идеале, прочитать весь труд – это не только полезно для когнитивного развития, но и значительно снижает уровень публичного позора. Главное, сам исполнится додаться.